тот костюм, тот китель, который он именно одевал на парады. Родственники Суланбека Асканова будто от сердца оторвали передаваемый в музей китель первого героя России. Но они понимают, что это не только достояние их семьи, но и страны. Здесь же хранится и фуражка Суланбека, которую он еще при жизни подарил музею. В этом году исполнилось 25 лет со дня гибели генерал-майора авиации. Летчик сумел увести падающий самолет от жилых домов ценой своей жизни. В Липецкой области, в том самом спасенном поселке Хворостянка, открыт памятник герою. Современная история Ингушетии славится именами героев, защитников Отечества, которых ничего не останавливало на пути в сохранении жизни невинных. Сердце подсказало что-то нечистое, но в то время, оказывается, он с ними воевал там. Идрис Костоев не хотел отпускать брата на работу, будто чувствовал, что что-то случится. Абубакар Султанович Костоев в 2004 году исполнял обязанности министра внутренних дел Ингушетии, являлся непримиримым борцом с терроризмом, раскрыл десятки тяжких и особо тяжких преступлений. В ночь с 21 по 22 июня 13 лет назад его машину остановили люди в погонах. Ими оказались члены вооруженных бандформирований, полковник милиции и его охрана были убиты. Он туда шел, мы говорили, это же война, куда идешь? Вы что, там мои же друзья, как я завтра глазами посмотрю своим товарищам, друзьям. Даже не слушал, даже охраны не ожидал. Позже его тезка и однофамилец Абукар Хасанович Костоев проявил себя во время спецоперации. Оперативная группа Абукара обнаружила и обезвредила автомобиль, начиненный взрывчаткой. Полицейские приняли удар на себя, спасли десятки, а может и сотни жизней. В той спецоперации погибли друзья Абукара. Сам он был тяжело ранен. До сих пор не может выбросить из головы ориентировочные данные. Пушина автомашина ВАЗ-2107. Со взрывчатым весом до 180 килограммов. Потребовали этого парня, который сидел в автомашине за рулем, чтобы он вышел из автомашины. Он из автомашины не вышел. Раза два-три потребовали ему, чтобы он вышел, но он не стал выходить, после чего он его взорвал. Родину себе не выбирал, она, наверное, выбрала меня. А эти слова посвящены герою России Алихану Калиматову, сотруднику управления ФСБ по Самарской области. Он не раз участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. В этом году исполняется 10 лет со дня его гибели. На него было совершено покушение. Калиматова расстреляли в его машине. Практически это вся его жизнь, вся его работа. Это не одномоментный какой-то случай. Но все обстоятельства, связанные с этим, они пока еще не подлежат разглашению, и материалы стоят под грифом «секрет». Потому что это была одна из серьезнейших антитеррористических контрразведывательных операций на Северном Кавказе. Также по дороге на работу обстреляли автомобиль Ахмеда Катиева, бывшего секретаря Совета безопасности Ингушетии. За годы своей службы он помог вернуться к мирной жизни более 60 человек, которые ушли воевать за чужие интересы. Его деятельность определенно разрушала планы членов бандформирований, которые лишались пушечного мяса. Парень молодой, 23 года, ему всего раскаяться, содеянным осознал и станет на путь исправления, мне кажется, на правильный путь. Утро 7 августа 2009 года по всей республике было омрачено неожиданным взрывом. Полсотни сотрудников милиции проходили на плацу инструктаж, когда ворота отдела неожиданно протаранила «Газель», груженная взрывчаткой. Капитан Руслан Нальгиев открыл огонь по автомобилю, тем самым выиграл время для сослуживцев, которые смогли рассредоточиться и занять более выгодные позиции для обороны. Среди погибших были мои друзья, мои коллеги, которым я верил, доверял, которым я мог пойти куда угодно, зная, что эти люди рядом со мной. Я чувствовал себя надежно, но на мгновение ока большая часть этих людей не стала.
Сыны Ингушетии также показали себя в службе за пределами Отечества. Первый президент Руслан Аушев около 10 лет воевал в Афганистане, где за проявленное мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. А в Боснии и Герцеговине проходил службу майор Юнусбек Евкуров, который успешно выполнил задание о захвате стратегического объекта аэропорта Слатина. Мы заняли позиции, все захватили, но так, чтобы никто не заметил, что их захватили. Вот в чем вопрос. То есть подконтрольно все. В число военной элиты России вошел и генерал-лейтенант Хаджибекар Укуров. Его прадед Тонт Укуров был вторым среди ингушей генералом армии царской России, в рядах которой прослужил до 1915 года. Преемственность была обеспечена. Хаджибекар – первый ингуш, окончивший Академию Генерального штаба. Есть соответствующий долг перед Всевышним, перед родителями, окружающими, друзьями, перед республикой, нацией и государством. Где бы вы ни находились, за республикой, внутри республики, надо добиваться соответствующих результатов и понимать, что за нами смотрят не только внутри республики наше руководство, за нами смотрят и другие республики, наши соседние. Героями не рождаются, а становятся, и пока в жизни есть место подвигу, Ингушетия будет славить свой народ и страну новыми именами и подвигами героев и защитников Отечества.